Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать вас на установочном вебинаре, который посвящен проведению республиканского заочного конкурса педагогического мастерства «Первые шаги». Вы можете задавать вопросы в чате, либо в разделе «Вопросы», который находится в верхнем правом углу. Сейчас я прошу вас в чате отметить, как хорошо меня слышно. И мы начнем нашу работу. Спасибо, уважаемые участники. Итак, данный конкурс является для республики уже традиционным, но в этом году он претерпевает некоторые изменения в связи с появлением новых номинаций. И основное наше содержание как раз будет посвящено именно основным положениям этого конкурса, а также срокам его проведения и требованиям, которые предъявляются к конкурсным материалам. Общая цель проведения данного конкурса – это, конечно же, создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, руководителей, формирования у них гражданской позиции, активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования. Также конкурс решает ряд задач. Это представление педагогическому сообществу лучших образцов педагогической деятельности молодых педагогов и управленческой деятельности молодых руководителей. Это создание условий для самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности, реализации личностного потенциала молодых педагогов и молодых руководителей, ну и привлечение внимания органов исполнительной власти Республики Коми и не только к проблемам, в данном случае, молодых педагогов, молодых руководителей и так далее. Нужно отметить, что конкурс организован в рамках проекта адресной методической поддержки педагогических работников со стажем работы не более 5 лет «Молодые педагоги», который реализуется на территории Республики Коми Республиканским институтом развития образования. Организатором конкурса выступает, собственно, сам институт, то есть Коми Республиканский институт развития образования, ну а партнерами проведения данного конкурса традиционно выступает Ассоциация общеобразовательных учреждений педагогов Республики Коми и Коми Республиканская организация профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации. По решению оргкомитета конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2021». Рассмотрим, кто же может принимать участие в данном конкурсе. Во-первых, вы видите, по каким номинациям осуществляется конкурс. Это молодые учителя, молодые педагоги-психологи, молодые педагоги профессионального образования, то есть учреждения СПО, молодые педагоги дополнительного образования, молодые педагоги дошкольных образовательных организаций, молодые классные руководители, молодые управленцы и молодые педагоги-библиотекари. То есть в связи с этим у нас, вы видите, в этом году по сравнению с предыдущим расширяется число номинаций. Также здесь не указана номинация, которая включается у нас автоматически в связи с проведением мероприятий хакатона молодых педагогов «Учитель будущего» формируется сегодня. Это проектные группы, которые будут представлять непосредственно проектные решения, проектные задания, которые были представлены на мероприятиях хакатона. Об этом мы также скажем чуть позднее. Участниками конкурса являются педагогические работники и сотрудники библиотек, образовательных организаций Республики Коми в возрасте до 35 лет, педагогический стаж которых по состоянию на 1 сентября 2020 года не превышает 5 лет, а также руководящие работники образовательных организаций в возрасте до 35 лет, управленческий стаж которых по состоянию на 1 сентября 2020 года не превышает 3 лет. Если говорить отдельно по номинациям, то есть в номинации «Молодые учителя» – это учителя общеобразовательных организаций и организаций специального коррекционного образования. В номинации «Молодые педагоги-психологи» – это педагоги-психологи образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного, среднего профессионального образования, ну а также педагоги-психологи учреждений специального коррекционного образования. В номинации «Молодые педагоги профессионального образования» это преподаватели учреждений СПО, то есть среднего профессионального образования Республики Коми. В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» это педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования
разных направлений деятельности: и художественно-эстетической, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, культурологической, научно-технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой и так далее. В номинации «Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций» предполагается, что участниками могут быть воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, хореографы, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги дополнительного образования, работающие с детьми раннего и дошкольного возраста в образовательных организациях, в том числе в организациях негосударственного сектора, а также в развивающих центрах. В номинации «Молодые классные руководители», как правило, принимают учителя общеобразовательных организаций, организаций специального коррекционного образования, осуществляющие функции классного руководителя. В номинации «Молодые управленцы» это директора и заместители директора образовательных организаций всех типов и видов. Это могут быть заведующие, заместители заведующих, старшие воспитатели, руководители структурных подразделений дошкольных образовательных организаций, если таковые имеются. В номинации «Молодые библиотекари» это сотрудники школьных библиотек, школьных информационно-библиотечных центров и общеобразовательных организаций. Нужно отметить, что победители и призеры конкурса 2018-2019 годов к участию в конкурсе не допускаются. Еще раз подчеркиваю, победители и призеры. Также хочется отметить, что участие в конкурсе у нас является добровольным и индивидуальным, и количество участников от образовательной организации не ограничивается. Этот момент тоже является важным. Основные сроки проведения конкурса. Первое. Конкурс, как вы видите, стартовал 30 июня, но сейчас мы проводим непосредственно первый вебинар установочный именно по основным требованиям конкурсным материалам, по срокам проведения данного мероприятия, ну а также по основным положениям. С 30 июня по 11 сентября 2020 года, согласно положению, будет осуществляться прием конкурсных материалов. Ну и внизу вы сразу видите, да, что для участия в конкурсе молодые педагоги до 11 сентября 2020 года прикрепляют заявку и конкурсные материалы по ссылке, размещая их в персонифицированной папке. Итак, вот эта ссылка Career.ru «Первые шаги» есть не что иное, как хранилище в данном случае файлов. И вы видите пример оформления. То есть сначала мы в папке, в которой размещаются все материалы, указывается номинация, и далее через нижнее подчеркивание указывается фамилия полностью и инициалы имени и отчества. Данную процедуру необходимо осуществить, еще раз подчеркиваю, до 11 сентября 2020 года. С 1 сентября при наличии материалов, да, которые поступили до этого момента, вплоть до 30 сентября 2020 года будет осуществляться экспертиза конкурсных материалов и будут подводиться итоги конкурса. Ну а дальше награждение победителей будет осуществляться в рамках мероприятия Дня молодого педагога. Предварительно мероприятия Дня молодого педагога запланированы на 7-8 октября 2020 года. Думаю, что при уточнении данной даты либо времени проведения церемонии награждения победителей мы, естественно, всех участников проинформируем. Итак, резюмируя, хочу подчеркнуть, что вплоть до 11 сентября у молодых педагогов в соответствии с выбранной номинацией есть возможность разместить материалы по ссылке, которая представлена внизу, размещая их непосредственно в персонифицированной папке. Какие же, собственно, требования и что ожидается в данном случае получить непосредственно в качестве конкурсных материалов? Давайте мы рассмотрим это относительно каждой номинации. Первая номинация – это молодые учителя. И мы видим, да, что формой представления непосредственно является методическая разработка учебного или внеурочного занятия. Да. Подчеркивается, что данная методическая разработка может быть представлена в том числе с применением цифровых технологий.
И определенные требования, которые здесь представлены. Это материалы должны содержать описание цели, содержания, структуры, формы, предметных, метапредметных и личностных результатов урока или занятия, особенности методики его проведения, используемых педагогических технологий и способов оценивания результатов. То есть здесь мы говорим как раз не о технологической карте, а о методической разработке учебного или внеурочного занятия. Это больше подходит непосредственно под понятие конспект в данном случае. Традиционно у нас, вы видите, выделяются компонент целеполагания, компонент описания непосредственно содержательной части занятия, как учебного, так и внеурочного. Кроме того, результаты, которые могут быть или были достигнуты в ходе реализации данного урока или внеурочного занятия, особенности методики проведения данного занятия, какие технологии вы при этом используете и как вы оцениваете непосредственно результат. Это то, что касается номинации молодых учителей. Рассмотрим относительно номинации «Молодые педагоги-психологи». И здесь форма представления – это методическая разработка просветительского занятия для учащихся первых 11 классов. Соответственно, тема, соответственно, возраст, то есть класс, выбирается участникам самостоятельно. И самое главное указывается в разработанных материалах, для какого возраста или для учащихся каких или какого класса представлена данная методическая разработка. Требования к содержанию. Обратите, пожалуйста, внимание. Материалы должны содержать, опять же, элемент целеполагания, то есть описание цели. Должно быть представлено содержание просветительского занятия. Должно быть представлено в данном случае определенное описание результатов, которые планировал или достиг непосредственно педагог-психолог, реализуя содержание просветительского мероприятия. Также особенности методики проведения, какие психолого-педагогические технологии им использовались в рамках просветительского мероприятия или занятия, и, соответственно, способы оценивания результатов, которые запланированы в данном случае были изначально в контексте и целеполагания, и описания результатов как таковых. Номинация «Молодые педагоги профессионального образования». И здесь вы видите, это методическая разработка учебного занятия. Здесь может быть разная непосредственно использованная форма. Это может быть урок, практическое занятие, лабораторное занятие, лекции, семинары и так далее, в том числе с применением цифровых технологий. Но относительно требований. Элемент целеполагания, то есть цель непосредственно учебного занятия, его содержание, результаты учебного занятия в разрезе непосредственно компетенций. И если данная информация представляется именно таким образом, то, конечно, желательно, чтобы молодой педагог профессионального образования мог еще указать, например, федеральный государственный образовательный стандарт, по которому осуществляется непосредственно подготовка студентов. Также особенности проведения данного учебного занятия, то есть его методика, используемые педагогические технологии и способы оценивания результатов. Здесь отмечается в разрезе компетенций, то есть если данное занятие ориентировано на формирование определенного круга компетенций, то, естественно, способы оценивания результатов должны быть представлены относительно данных компетенций. Далее. Молодые педагоги дополнительного образования. Здесь ожидается, что в качестве конкурсных материалов будет представлена методическая разработка занятия, в данном случае как учебного, так и внеурочного, в том числе с применением цифровых технологий. Ну и вы видите, что в основном требования схожи. Это, опять же, целеполагание, это описание его содержания, результатов, особенности методики проведения, используемые педагогические технологии и способы оценивания результатов. Ну и, соответственно, схожесть в данном случае требований позволяет нам одновременно использовать схожие критерии оценивания конкурсных материалов, о чем я скажу несколько позднее. Относительно номинации «Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций» хочу сразу обратить ваше внимание, что здесь предлагается представить одновременно и презентацию опыта работы. У меня это хорошо получается в форме видеоролика длительностью до 4 минут.
И здесь оргкомитет предлагает в видеоматериалах продемонстрировать интересные находки, которые были опробированы в работе с детьми дошкольного возраста и их семьями, именно при первых, так скажем, да, шагах в профессии, при разном взаимодействии, при контактном, при онлайн, офлайн и так далее. Ну, а второе – это сценарий совместной деятельности педагога и детей раннего или дошкольного возраста. Описание методической разработки должно отражать интересные оригинальные находки педагога при организации совместной деятельности с детьми с учетом их интересов, потребностей. Ну и логика изложения должна соответствовать структурным компонентам совместной деятельности ребенка и взрослого. То есть второй конкурсный материал в рамках данной номинации – это методическая разработка содержания совместной деятельности педагога и детей. Обратите, пожалуйста, внимание, с представлением фотоматериалов в данном случае, мы с вами понимаем, при соблюдении законодательства в области персональных данных. Молодые классные руководители. В качестве конкурсного материала ожидается методическая разработка классного часа или воспитательного мероприятия, также для учащихся первых 11 классов. Необходимо также будет в представленных документах указать, какие в данном случае, какая возрастная группа или для какого класса представлена методическая разработка. Материалы также должны содержать описание цели, раскрывать содержание классного часа или воспитательного мероприятия. Дальше. Должна быть представлены описание личностных результатов классного часа или внеурочного мероприятия, особенности методики проведения классного часа или воспитательного мероприятия, ну и используемые педагогические технологии в целом при реализации содержания классного часа или воспитательного мероприятия, а также способы оценивания результатов, то есть достижения именно личностных результатов на классном часе или воспитательном мероприятии. Молодые педагоги-библиотекари. Требования в данном случае вы видите, да? Материалы также должны содержать описание цели, содержание, структуру, в целом результаты внеурочного занятия, особенности методики его проведения. И здесь предлагается методическая разработка внеурочного занятия для обучающихся первых 8 классов и заявлена определенная тематика. То есть эта методическая разработка должна быть посвящена столетию Республики Коми. То есть каким образом, да, в данном случае библиотекарь может в данном случае представить определенное содержание методической разработки по привлечению учащихся первых 8 классов к изучению исторического наследия Республики Коми и не только. То есть посредством как раз именно возможности библиотек, школ и так далее. Требования к конкурсным материалам относительно такой номинации, как «Молодые управленцы». По опыту прошлых лет мы в основном используем в данном случае жанр эссе, то есть когда молодые управленцы, организации всех типов и видов, да, выбирая определенную тему, здесь перечень как раз представлен этих тем, оформляют свое видение, представляет свои какие-то управленческие решения в форме эссе и непосредственно загружает, да, в данном случае уже в то хранилище, о котором мы с вами говорили раньше, да, для последующей непосредственной экспертной оценки уже членами жюри. Какие темы предлагаются в этом году? Например, школа, детский сад, можно предложить другой тип образовательной организации, да, например, как творческая мастерская, то есть, например, повышение квалификации в данном случае педагогов в школе, в детском саду и так далее. Общая достаточно проблема, кадровые проблемы, как привлечь молодых непосредственно в образовательную организацию. Тема «Родители не соперники, а союзники». Далее «Учим по-новому» или, например, детский сад онлайн, то есть переходит на дистанционное обучение, дистанционный режим работы. Здесь касается одна тема, например, по финансам, это внебюджетные средства, механизмы их рационального использования. Далее тематика, которая актуализировалась
контексте именно современных реалий образования, онлайн-взаимодействия с участниками образовательного процесса. И, в частности, это описание определенных эффективных решений, да, которые, может быть, уже в настоящий момент обнаружены руководителями, заместителями и так далее. Далее, школа или детский сад и так далее, да, как центр профессиональных и общественных сообществ, то есть села, микрорайоны и так далее. Роль команды наставников образовательной организации, как построить школу будущего, директор или руководитель как лидер школьной команды, родители детей поколения альфа, партнеры преобразования образовательной среды, ну и в данном случае именно эссе на выбранную тему, да, является конкурсным материалом в этой номинации. Ну и, как я уже говорил, у нас есть еще номинация проектной группы. Напомню, она у нас появляется в связи с реализацией мероприятий хакатона молодых педагогов «Учитель будущего» формируется сегодня. И мы говорили о том, что как раз именно в рамках очных мероприятий Дня молодого педагога, да, проектные группы, которые к этому времени сформируются и в данном случае представят определенные решения предложенных проектных задач, конечно же, будут оцениваться уже в рамках очных мероприятий. Но в целом, еще раз мы подчеркиваем, что данные материалы должны содержать прототипы образовательного решения или продукта, включающие все материалы, созданные проектными группами в результате выполнения проектного задания. И форма представления в данном случае – это проектное решение, проектное задание хакатона. Об этом мы говорили более подробно в данном случае на самом хакатоне. Ну и я думаю, что в рамках трекинг-сессий мы еще раз подчеркнем основные требования уже работы непосредственно с проектными группами как таковыми. Хочется сразу отметить, что у нас, соответственно, имеется в данном случае, помимо общих требований к номинациям, нужно отметить, что есть требования и к представленным или к представляемым материалам. На что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это, во-первых, то, что к участию в конкурсе допускаются разработки педагогов, которые отвечают целям и номинациям конкурса. Поэтому мы еще раз убедительно подчеркиваем ваше внимание, так скажем, да, именно к размещению материалов. То есть мы фиксируем конкурсные материалы в персонифицированной папке, где будет обозначена сначала, в данном случае, номинация, а далее непосредственно персонали, то есть полностью фамилия и инициалы имени и отчества участника. Дальше. Содержание конкурсных материалов должно носить образовательный характер, ну или, если мы говорим об управленцах, да, соответственно, да, вот деятельности, управленческой деятельности, ну и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам, в целом законодательству Российской Федерации и Республики Коми. Это касается непосредственно вопросов, связанных с авторством и прочее. В содержании конкурсных материалов может быть использована информация, полученная на законных основаниях без нарушения авторских прав как частных лиц, так и организаций, с обязательной ссылкой на источник информации. Методический материал должен содержать титульный лист с указанием наименования образовательной организации, номинации, темы методической разработки, фамилия, имени, отчество автора, ну и, конечно же, должности. В структуре материала должны быть представлены, как правило, пояснительная записка с обоснованием актуальности и практической значимости представленной методической разработки, ее содержание полностью, список использованной литературы, если использовалось, например, цитирование, и приложение при необходимости. Все конкурсные материалы представляются в электронной форме. В данном случае, если мы говорим о текстовой, в данном случае это формат, конечно же, используется Microsoft Word, шрифт 12, Times New Roman, цвет черный, одинарный междустрочный интервал, ну и заголовки должны быть выделены жирным шрифтом. Все схемы, рисунки, диаграммы и тому подобное должны быть приведены полностью в соответствующем месте конкурсных материалов, озаглавлены и пронумерованы. Ну а, соответственно, видео, материалы, которые могут быть представлены в данном случае в номинации по педагогам дошкольных образовательных организаций,
должны, конечно же, соответствовать требованиям и возможностям их демонстрации на разных, в данном случае, устройствах при определенном разрешении. Ну и, конечно же, регламент у нас не более 4 минут, я напоминаю, конечно же, да, и возможность воспроизведения на разных цифровых устройствах при хорошем непосредственно звуке и так далее. Для оценки конкурсных материалов оргкомитетом создается жюри, и нужно отметить, что жюри работает в соответствии с критериями, которые утверждены в рамках данного положения. Я буквально несколько моментов обозначу. Значит, по номинациям «Молодые учителя», «Молодые педагоги профессионального образования», «Молодые педагоги дополнительного образования» и «Молодые библиотекари» используются следующие критерии оценивания. Это умение проектировать урок, занятие или мероприятие. Это оценка предметных компетенций, методических компетенций и психолого-педагогических компетенций. Осуществляется по тем показателям, которые в данном случае у нас обозначены, да, и раскрывает содержание этих параметров оценивания. В номинации «Молодые педагоги-психологи» у нас оценивается 3 группы, в данном случае, компетенций. Это проектировочные, то есть умение проектировать, в данном случае, просветительское занятие, методические компетенции и, собственно, психолого-педагогические компетенции. То же самое, да, мы можем сказать относительно молодых классных руководителей, то есть оценивается 3 группы компетенций, это проектировочные, методические, психолого-педагогические. В номинации «Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций» показатели в данном случае дифференцированы относительно презентации опыта работы, у меня это хорошо получается, и сценария совместной деятельности педагога и детей раннего или дошкольного возраста. Ну, а молодые управленцы, здесь при анализе из эссе обращается внимание на следующие показатели. Это, во-первых, содержательность эссе, аргументированность позиции автора эссе, композиция эссе, оригинальность суждений автора, грамотность и языковые особенности текста. Также нужно отметить, что у нас в данном случае имеются определенные критерии оценивания и непосредственно проектных решений, проектных заданий, да, которые будут представлены в рамках очных мероприятий уже участниками данных групп в рамках Дня молодого педагога. Ну, нужно отметить, что итоговая оценка в целом определяется как среднее значение всех оценок или баллов, полученных участникам от каждого члена жюри. И жюри на основании экспертных заключений будет формировать рейтинговые списки участников непосредственно в каждой номинации. И 3 участника, имеющие самый высокий рейтинг в каждой номинации, объявляются победителями и призерами конкурса. Участники конкурса не признаются победителями, если количество, например, баллов, набранных ими в рамках конкретной номинации, будет меньше 50%. То есть если, например, максимальное значение баллов 10, но первое место получит в целом по оценкам жюри лишь 4 балла, значит, победители в данной номинации признаны не будут. Ну и победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой номинации, будут награждены дипломами института, и все участники конкурса получат, соответственно, электронный сертификат. Конкурсные материалы победителей будут опубликованы на портале «Открытое образование Республики Коми» или при наличии рекомендаций жюри в журнале «Образование в Республике Коми», что позволит непосредственно в данном случае иметь уже определенные публикации и так далее, и представить ее в разных материалах, например, в аттестационных и так далее, и так далее. Ну и еще хочется отметить, что мы в данном случае хотим сказать, что вся информация у нас, конечно же, будет появляться на сайте, официальном сайте Коми Республиканского института развития образования, а также на сайте «Профессиональные конкурсы», где будет представлено полностью положение, где будут представлены непосредственно заявки, где будут представлены инструкции при необходимости и так далее. Ну и также нужно отметить, что при необходимости вы можете звонить организаторам конкурса. Я
хочу обратить ваше внимание, да, что сопровождением конкурса занимается Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования. И вы можете звонить по телефонам в Сыктывкаре 28 60 11 на добавочный 339 или 312, где вам прокомментируют именно по условиям участия в данном конкурсе. Уважаемые участники, как я предварительно в данном случае фиксировал, что наш вебинар пройдет в течение получаса, если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чате. Если или в верхней части, в данном случае, вкладки «Вопросы», я готов на них буду ответить, но для начала мне хотелось бы еще раз резюмировать и обратить ваше внимание вот на этот слайд, на сроки проведения конкурса. Пока я ожидаю вопросы, вы можете их писать в чате. Еще раз обращаю ваше внимание, что конкурс стартовал 30 июня. Прием конкурсных материалов по ссылке, которая обозначена внизу, у нас осуществляется до 11 сентября. То есть по 11 сентября имеется в виду включительно по 11 сентября. При наличии в данном случае уже присланных до 1 сентября, например, работ, да, начнется экспертиза конкурсных материалов, и до 30 сентября будет экспертиза проведена и будут подведены итоги конкурса. Само награждение победителей, призеров, соответственно, состоится в рамках мероприятия Дня молодого педагога, которые предварительно запланированы на 7 и 8 октября 2020 года. Уважаемые участники, поскольку вопросов нет, я в связи с этим благодарю вас тогда за участие. Хочу обратить ваше внимание, что запись будет доступна на сайте института и на сайте профессиональный конкурс, и при необходимости вы сможете обратиться еще раз к этой записи. Всего доброго, хорошего лета. До свидания.